для нас является нашей исторической родиной. Мы любим Иран, и вместе с этим ждем очень действий со стороны иранских властей, как защитить ислам, защитить своего народа, потому что уже последние 20 лет, после того, как Азербайджан провозгласил свою независимость, ведется политика целенаправленного уничтожения русского народа. Это я вам с одной стороны ассимилируется, с другой стороны сливки общества, передовая часть интеллигенции целенаправленно уничтожается. Видишь, стремление доставать Залимамедов, главный тоже якобы шпионаж использует. И его замучили. Уничтожили все. Творится навек, жена вынуждена эмигрировать сейчас в Голландию. После этого эту газету начал издавать Гилал Мамед, главный редактор газеты. Газета хотя бы шла с перерывами, в последнее время вообще не было, потому что были материальные трудности, финансовые, просто неоткуда было взять деньги, чтобы печатать газету. Несмотря на это, Гилал Мамедова арестовали, кандидат математических наук, преподаватель медицинского вуза, правоверный мусульманин, Костей. Очень образованный и очень культурно-порядочной семьи. Отец профессор математики, пожилой человек, семьи все образованные, интеллигентные люди. Его обвинили в сохранении наркотиков. Представляете, это позор для всего нашего народа. Якобы этот человек, который даже не курит сигарет, он занимался наркотиками. Так как весь мир поднялся от защиты Гилала Мамедова, поэтому быстро, через неделю заменили статью, и заменили тоже оставили. И еще добавили туда разжигание национальной розни и перешли к этому шпионаж в пользу Ирана. Вы представляете, в этом условии, конечно, мы очень надеемся, что руководство Ирана, весь иранский мусульманский народ поднимет свой голос в защите Гилала Мамедова. Я лично обратился с обращениями к руководству Иранской исламской республики, к калышским депутатам Ирана. 3 депутата калышских впервые в истории Ирана попали в парламент в 1995 году. Ко всем обратился с обращениями, чтобы они подняли свой голос в защиту. Это можно по-разному, конечно, но это можно сказать им, как люди заботятся. Они сами лучше знают, но все равно мы ожидаем, что они тоже поднимут свой голос, потому что и Европа, и Запад, все страны, и российские правозащитники, все защищают. Потому что весь мир, всему миру уже надоел. Этот режим надоел всем. Так жить нельзя. Это 21 век. Нельзя обвинять человека только за то, что он является представителем другого народа. И требует для своего народа, вот он относится к либеральному крылу нашего движения. Он не радикал, как я радикал. Я требую очень коренные изменения в Азербайджане, даже в административном деле, до независимости. Но он... У меня вопрос напрашивается. Почему же тогда арестовали его, а не вас? Вот видите, многие так говорят. А что, я должен подойти и сказать, арестуйте меня, что ли? Я проживаю на территории России 4 года. Я имею здесь статус беженца. Меня охраняет международный закон. А то давно меня тоже арестовали. Переживайте, если настанет час, меня тоже арестуют. Что-то торопится. Все образуется. Да, я не тороплюсь никуда. Я думаю, что у меня сил хватит, чтобы до конца, до последней капли высокопарной, пускай не беззащитных слова, буду бороться за права своего народа. Потому что этот народ был создан Богом на той земле. И 10 тысяч лет имеет история этот народ. И какие-то люди со стороны пришли, неизвестно, вот эти власти сидят, они неизвестно откуда они, какой национальности они, какой веры они, никто ничего не знает. Они объявили войну всему азербайджанскому народу, независимо от того, турок, он тат, он курд, он лезгин, аварец, не имеет значения. Всему народу Азербайджана объявили войну. Вот показатели, я вам могу сказать. Где-то 9 миллионов населения Азербайджана, всего максимум 3 миллиона там проживает Азербайджан. Большая часть населения проживает на территории России. Остальная часть проживает за счет тех денег, которые отправляют туда. Денежный перевод из России. Вот в этой общей сумме народа, да, конечно, коренные народы Азербайджана, вот калыши, лезгины, аварцы, другие, в
двойно подвергаются, ассимиляции, там, репрессиям, целенаправленному уничтожению. Потому что вот эта власть проводит эту политику, и весь мир уже восстает в буквальном смысле.